Здравствуйте, вы смотрите очередное интервью на информационном портале LoveMD. И сегодня мы поговорим о взаимоотношениях среди депутатского корпуса автономии и в том числе, как складываются взаимоотношения с исполнительной властью. И сегодня наш интервьюируемый заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Георгий Георгиевич Лейчев. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Рад вас видеть у нас в студии. Знаете, такие непростые разговоры с депутатами получаются в последнее время для журналистов в силу разных обстоятельств, которые происходят в законодательном органе. Я напомню просто нашим зрителям о том, что на последнем заседании Народного собрания Гагаузии был принят бюджет на 2022 год, да, то есть такая вот история с бородой, скажем так, с этим бюджетом. Плюс несколько недель назад можно сказать, что практически перестала существовать фракция Гагаузии в Народном собрании, потому что 6 депутатов на брифинге заявили о своем выходе, и мы знаем позицию господина Чимпаеша по этому вопросу, почему он принимал решение и не поддерживал состав исполкома, поэтому в том числе еще одна важная тема – это взаимоотношения с Кишиневым, который, не просто последние недели, месяцы, но последние годы стоит очень, скажем так, остро в повестке дня между Камратом и Кишиневым, особенно вот сейчас в условиях, когда мы имеем у соседей войну и, скажем так, глобальный кризис как политического плана, так и экономического. Если начать по порядку, да, наверное, будет приоритетнее, если мы с вами немного раскроем скобки проекта бюджета на 2023 год, который предложила исполнительная власть. Из тех публикаций в прессе стало понятно, что этот бюджет по доходной части на 200 миллионов больше, чем бюджет, который предлагала исполнительная власть в 2022 году. Да, может быть, плюс-минус больше, но скажем так, что в пределах 200 миллионов леев это больше, чем бюджет прошлого года. Если не останавливаться постатейно по проекту бюджета, а говорить о тех приоритетах, которые озвучивали депутаты, в том числе, когда обсуждался бюджет 2022 года, имея в виду начало этого года, когда депутаты требовали сокращения расходов на содержание органов власти и перенаправление этих средств на социальные выплаты. Ряд инициатив были поддержаны, например, в части выплат для детей. Что из себя представляет бюджет 2023 года? Можно ли его назвать социально ориентированным или направленным на то, чтобы поддерживать какие-то инфраструктурные или экономические проекты? Что ждать предпринимателям, жителям Гагаузии от бюджета на 2023 год? Да, спасибо большое за вопрос и предоставленную возможность объяснить и разъяснить свою позицию по тем вопросам, о чем вы перед этим говорили. Что касается бюджета на 2023 год, конечно, он социально направленный. В равной степени, как и бюджет 2022 год, 2021 и многие-многие предыдущие годы бюджета, когда мы принимали. И тем не менее, есть определенные приоритеты, есть вопросы, которые носят особо критически важный характер. В данном случае мы говорим о необходимости разрешения проблем, связанных с увеличением тарифов на энергоносители, на газ, электричество и так далее, и тому подобное, и одновременно с повышением до, я не знаю, наверное, 90-е годы только такие цифры у нас были, когда инфляция была такая высокая. Обесценивание денег, соответственно, и снижение уровня жизни людей, причем абсолютного большинства людей. Отсутствие денежных средств на то, чтобы оплатить хотя бы коммунальные услуги, не говоря уже о других вещах. Если с этой точки зрения рассматривать, то бюджет не совсем носит социально ориентированный характер. Он воспроизводит за 2023 год те показатели, которые были нами определены в 2022 году в той или иной мере с определенными отклонениями небольшими, исчисляемых в нескольких процентов, не более того. И при этом не решает вот эту самую главную проблему выделения финансовых средств на поддержку населения, именно, я подчеркиваю, на отопительный сезон.
У нас, по сути дела, каждый день общение, встречи, дискуссии, диспуты с депутатами, с исполнительным комитетом по этому вопросу. Вы знаете, что мы неоднократно заявляли, что бюджет должен предусмотреть возможность оказать помощь значительному количеству людей в значительной сумме с тем, чтобы эта зима была пережита. Не в размере 20 миллионов леев, то, что исполнительный комитет предлагает, причем указывая те же категории, те же субъекты, которые принимались во внимание и в предыдущие годы, а расширить их. Ну, допустим, пенсионера 58 года рождения То есть до речь идет, 58 года. речь идет о вот этих 250-270 леев, да? 200 леев. 200 То есть леев, которые мы считаем, выплачивались что в зимний период. 700 леев должно быть. Не менее 700, во всяком, 700 леев на каждого потребителя, точнее на домохозяйство, хотя бы чтобы было. Мы не согласны с этой цифрой. Для этого надо изыскать дополнительные средства. Где они могут быть изысканы? Естественно, в той массе бюджетных расходов, что мы предусматриваем на другие цели. Может, нам придется отказаться от расходов по капитальным инвестициям, другим каким-то статьям, но эти средства должны быть выявлены и использованы на эти цели. Кроме того, мы должны расширить количество получателей. Не только те, которые до 1958 года, а в целом всех пенсионеров. И опять же, очень важный момент такой, когда мы ставили перед собой цель найти финансовые средства для того, чтобы наши люди пережили эту зиму, мы рассчитывали в большей степени на себя, на свои возможности. Сейчас страна тоже предпринимает определенные меры, пусть в незначительной мере, на наш взгляд. Я имею в виду компенсации на газ, намечается компенсация за электричество. Оно охватывает, с учетом высокой степени газификации и гагаузии, охватывает большинство населения. Может быть, в некоторых населенных пунктах, особых сельских, эти люди не подпадут под эту категорию. Но их тоже надо иметь в виду. Вот с этой точки зрения признавать, что наш бюджет особо социально направленный, не приходится. Но буквально несколько часов тому назад мы общались с коллегами, и сейчас началось заседание бюджетной комиссии, которое будет затрагивать в том числе и эти вопросы. Мы пытаемся найти точки соприкосновения с тем, чтобы прийти к нужному знаменателю. В том числе, и это особо важно, опять же в контексте того, что вы говорили, за счет сокращения расходов на содержание чиновничьего аппарата. Было предложено хотя бы 5%, ну у всех, Народного собрания, исполкома, управления, у всех сократить расходы. Это тоже дает несколько миллионов, а тут каждый миллион имеет особое значение для нас в этот период. И если будет поддержка со стороны коллег, то, соответственно, и будут и приняты решения. Ну и мы столкнулись еще с одной проблемой, о которой нельзя не говорить. Вы говорили об увеличении размера бюджета где-то порядка на 200 миллионов. Фактически с учетом тех поправок, что было принято, это на 71 миллионов леев. Был увеличен бюджет 2023 год по сравнению с 2022 годом. Но тут при его анализе доходной части у нас возникло очень много вопросов в части возможности исполнения этого бюджета. По моему видению, и коллеги-специалисты в этой области подтверждают, что по сути имеет место скрытый дефицит бюджета. То есть мы не доберем эту сумму денег, то, что заложили. И совершенно очевидно, что предприятия, особенно сельхозпредприятия, которые понесли значительные убытки в этом неблагоприятном году с учетом увеличения расходов на горюче-смазочные материалы, на удобрения, да и все, что связано с их деятельностью, не получат ту прибыль, которую получили в этом году.
И, соответственно, и Гагаузия не получит то, что должно Георгий получить в вот бюджете. то, что вы говорите о том, что возможно, что доходы бюджета искусственно увеличены, но для того, чтобы объяснить нашим зрителям, что это дает исполнительной власти в случае, если вы Да, утвердите. очень То есть просто. это развязываются Да, руки развязываются руки. самим Вот определять приоритеты финансирования. на 1 миллион леев определено доходы, на 1 миллион лей расходы. И мы знаем, что мы получим 800 тысяч леев, а не миллион. Следовательно, мы и расходовать сможем только 800 тысяч. Очевидно, что 800 тысяч мы будем расходовать там, где нам это выгодно и интересно. А в остальных случаях на отопление, там, на другие какие-то цели, извините, денег не хватило. Вот столько вместилось, столько и хватило. Георгий Георгиевич, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, что следующий год это выборный, Да. выборный не только для высшей должности Башкана Гагаузии, но и в том числе должны Для пройти исполкома? всеобщие Исполком? местные выборы Да. примаров, то мы смотрим, что такая возможность дает действующему Башкану до выборов перед началом года регулировать тем примарам, Политические риски. то есть оказывать определенное административное давление Безусловно. на избирательный процесс. Об этом было сказано, я неоднократно, в том числе и публично говорил, что это большой рычаг воздействия на вот эти процессы выборные с тем, чтобы деньги расходовались только там, где выгодно исполнительной власти. Нам это не нужно. Мы должны четко понимать, что вот этих денег хватит только на эти цели. И было предложено уменьшить доходную часть бюджета, сократив на ту же сумму расходную часть, с тем, что в случае, если наши доходы увеличатся, чтобы мы эти деньги соответствующим образом распределили на те цели, которые будут носить приоритетный характер на тот момент. Это важно, это всегда так делается. Сейчас нам говорят, что есть шанс, что этот бюджет будет выполнен. Ну где этот шанс? С чего вы взяли-то? У нас что, осадков много имелось? Сейчас в этот период времени у нас какие-то инвестиции поступят на сотни миллионов лет. Да. Во всей стране такая, конечно. Мы же, если зарабатываем, то зарабатываем, я в кавычках имею в виду, за счет трансфертов, то есть за счет тех повышений тарифов на газ, электричество, то, что мы платим на таможне и собирается в государственный бюджет. Все. То есть участвуют в формировании вот этих средств все люди за счет своего кармана, за счет оплаты вот этих услуг в основной своей массе. Не будет у нас, к сожалению, это надо признать, я имею в виду увеличение такого. Георгий Георгиевич, вот все, что вы говорите, оно входит в определенную логику, и, наверное, как бы абсолютное большинство жителей автономии, наверное, видят эту ситуацию точно примерно так же, как вы ее представляете. Но есть другая сторона, это конфигурация самих сил в Народном собрании. Да? И то есть неважно, что могут говорить некоторые депутаты, могут быть 1000 раз правы, но голосование иногда показывает совершенно другие результаты. И живой пример этому бюджет 2022 года, да, который вы принимали с большим трудом, я имею в виду депутатский корпус, но за который проголосовали все присутствующие депутаты. По-моему, 33 или 32 Во голоса всяком было. случае, не менее 30, это точно. Ну, как минимум, все, кто были на заседании, голосовали единогласно. И мы знаем, что какую судьбу постиг этот бюджет. То есть Башкан Гагаузии опротестовала его в судебных инстанциях, и было решение, суд признал, что он был принят в нарушении с процедурами. И буквально несколько назад Народное собрание, к слову сказать, вы не голосовали за этот бюджет, но депутаты приняли его абсолютным большинством. И здесь у меня возникает ряд вопросов. С точки зрения юридической, да, к этому процессу есть много вопросов. Да. Если тот бюджет был отменен, потому что были якобы нарушены процедурные вопросы, то мы абсолютно же уверены и видим, что здесь при принятии повторно, скажем так, проекта бюджета 2022 года тоже 100% не были соблюдены процедурные вопросы. То есть он, по сути, точно так же, исходя из логики решения суда, будет не иметь легитимность, как и не имеет бюджет того года. Но здесь скрылась другая проблема, что, на мой взгляд, депутаты всего лишь просто узаконили затраты исполкома, не вникая вообще, что было сделано за 11 месяцев, потому что, да, не было представлено ни депутатам, ни общественности отчетов по исполнению бюджета как минимум за 6 или 9 месяцев. То есть, что в итоге утверждали, как бы большой вопрос. То есть, деньги за 11 месяцев практически потратили по своему усмотрению и узаконили то, что предложил исполком.
И поэтому у меня вот два вопроса маленьких. Говорил много, но так, чтобы понимали наши зрители, о чем идет речь. На ваш взгляд, вот голосование в той форме за бюджет 2022 года с политической точки зрения и с юридической, и не ждет ли бюджет 2023 года такая же судьба? То есть, ну, вы и ваши некоторые коллеги продвигаете одно, сокращение плюс социальная ориентированность, в Народном собрании есть большинство, которое проголосует за тот проект, который будет удобен исполнительной власти. Ну, предполагается, что большинство Народного собрания выражает волю большинства избирателей. Насколько это соответствует действительности, зависит от многих факторов, в том числе и от понимания и знаний всего того, за что голосуют. Согласитесь. Я чуть-чуть отойду в сторону, чтобы было, наверное, более понятно нашим зрителям мои ответы на ваши вопросы. Напомнить, что этот бюджет на 2022 год был принят стопроцентным депутатским корпусом. Он был действительно направлен... Тот, который был отменен судом. Да, который был отменен судом, социально направленный, и он предусматривал в том числе и сокращение расходов на содержание чиновничьего аппарата с тем, чтобы эти деньги, подчеркиваю, использовались на вот цели. Мы и тогда уже говорили по этому поводу. Но закон был атакован Башканом. Я очень надеюсь, что это единственная черная страница будет в нашей истории, потому что никто столько вреда не принес полномочиям Гагаузии, как вот эта атака на закон о бюджете непосредственно Башканом, который промульгировал этот закон, которая в данном случае Ирина Федоровна, должна была принять меры по исполнению, потому что это политический документ, это не технический. Что касается процедурного характера момента, которые якобы послужили основанием для отмены, но, извините, это повод, это не имеет никакого отношения к сути самого закона. Сама атака сопровождалась многочисленными, многостраничными выкладками в части неправильности расходов со стороны Народного собрания, что Народное собрание не могло изъять деньги с исполкома от таких-то управлений на такие-то цели, в противном случае вот эти управления остаются обездоленными, без денег и тому подобное. И лишь в незначительной мере процедурного характера момента касались. Но если идти по этому пути, то я неоднократно об этом говорил, у нас и этот закон, и предыдущие все законы могут быть отменены, потому что проголосовали не правой рукой, а левой рукой, грубо говоря, не берут во внимание суть, предмет вот этого вопроса, сущность этого вопроса, а процедурно, то есть кто какой ногой наступил раньше, правой либо левой, коротко говоря. Конечно, если идти по этому пути, то такая же судьба может ожидать и бюджет 2023 года, тем более крайне негативный прецедент в части атаки подобного рода нормативных актов уже имеется. Я не поддержал этот закон, не голосовал по многим причинам. Прежде всего, потому что посчитал, что мы не должны потворствовать вот тому беззаконию и тому натиску, который испытала наша автономия вследствие отмены абсолютно абсурдной ситуации. У меня слов не хватает, чтобы объяснить свое возмущение, насколько я считаю, что это не вписывается в элементарные просто рамки сознания любого человека, чтобы вот такой акт мог, как закон о бюджете, отменен судебной инстанцией, причем кто инициатор. Да. Это первая причина. Вторая причина – это то, что, тем не менее, этот закон, хоть и отменен на определенный период времени, действовал и должен был исполняться, независимо от того, какая судьба его в конечном итоге или на конечном пути его ожидала. А следовательно, вопросы, связанные с экономией расходов на содержание чиновничьего аппарата, должны были быть приняты на вооружение и исполнены. Должна была быть какая-то экономия. На мои неоднократные вопросы представить информации, а какая сумма была сэкономлена, потому что несколько месяцев закон работал. Вы должны были соблюдать, экономить эти средства-то.
Ответа не поступило. Да и не могло поступить, потому что в конечном итоге эти деньги использованы были на те цели, которые исполнительный комитет изначально и намеревался использовать, когда этот закон представлял нам еще в начале 2022 года. Вот эти причины не могли меня заставить, чтобы я проголосовал и поддержал этот закон. Единственное, я это публично заявил, единственное, что я видел рационально в этом законе, это возможность решить проблему с выплатой школьникам на 1 сентября, то, что мы приняли закон по 1000. Вот это, да, действительно нужно было сделать. В остальной части это потворствовать беззаконию. То есть правильно ли будет сказать о том, что депутаты, которые проголосовали за бюджет 2022 года вот на последнем заседании, что они по сути узаконили те расходы, да, которые имел коллеги исполнительный посчитали, власть? что другого нету. Ну хорошо, опять не примем этот закон, по-новому придем, но все равно деньги-то расходятся. И отменен этот закон уже был в судебной инстанции. Да, представленный нам сейчас в ноябре бюджет 2022 года, по сути дела, учел все наши изменения, которые мы привнесли за этот период времени, в том числе и расходы на школьников и многие другие. Учел, но я им сказал, что сам факт, само отношение потворствовать вот этому беззаконию мы не могли, во всяком случае я не мог себе позволить. Коллеги исходили из того, что все равно уже деньги потрачены, давайте эту страничку перевернем. Может быть, но должна быть твердо уверена, что подобного рода вещи не будут происходить впредь и по бюджету 2023 года. Георгий Георгиевич, что касается вот конфигурации сил в Народном собрании, да, ну, мы не можем не обойти стороной вопрос с фракцией ГГУ-СЕСИ, да, потому что, ну, вы до избрания на должность вице-председателя Народного собрания в том числе состояли как бы в этой группе депутатов, и в том числе абсолютно уверен в том, что ну, имели непосредственное отношение к разработке тех принципов, которые легли в основу объединения этих депутатов. Я не буду просить комментировать заявление господина Константинова и господина Чимпаеша, потому что это больше все-таки напоминает как бы взаимоотношения двух депутатов и людей, и, наверное, будет и неправильно, если я вас буду спрашивать, комментировать заявление одного или второго. Но если мы говорим о фракции и о политическом процессе, потому что, ну, согласитесь, это был какой-то позитивный момент, потому что, наверное, впервые за историю гагаузского такого парламентаризма было объявлено об создании такой большой фракции, которая имела большинство голосов в Народном собрании, могла принимать решения, и в том числе как бы не ставит под угрозу срыва заседания, допустим, из-за отсутствия кворума, или, как это было в предыдущих созывах. В том числе я имею в виду фракция ГГУ-СЕСИ, брала на себя те принципы, которые были на слуху у жителей автономии касательно вопросов укрепления статуса автономии, распределения полномочий между Кишиневым и Камратом, и в том числе придание этому процессу динамики в сохранении и интересов Гагаузии. На ваш взгляд, что произошло, что сегодня можно констатировать, наверное, что фракции по сути нет, потому что, я так понимаю, из тех интервью господина Чимпаеша, что он свое мнение не навязывает другим коллегам, и его это мнение было личное, в том числе голосовать или не голосовать за исполнительную власть. Что бы вы могли сказать по поводу самой фракции, если опустим персональные давайте так. заявления? Фракция была сформирована либо создана на основе той группы, о чем вы говорили, которая объединилась на определенных принципах. И вы часть из них озвучили. Это принципы, связанные с усилением статуса автономии, укреплением ее полномочий, возврата, как хотите, и одновременно усилением контроля над исполнительной властью и наведением хотя бы в определенной степени порядка в управлении публичными финансами, ресурсами в целом. То, что имело место, бесконтрольность за последнее время, за последние годы ни у кого не вызывало сомнений. На этой почве или на этих принципах и группы объединились. Мы разные
по многим своим, скажем, параметрам. В последующем, исходя из вот этого основного, то, о чем я говорил, была и сформирована фракция Гагаузии, в которую вошли 12 человек, если память не изменяет, потому что я, председатель Народного собрания, заместители по должности не могут войти, но тем не менее, конечно, мы вместе совместно работали. Сейчас то, что коллеги объявили, что они выходят из этой фракции, а мы общались после этого, ну что ж, это их право. Это одна составляющая, но в целом группа, она сохраняет свои, скажем, отношения. Я очень надеюсь, что эти отношения будут сохранены именно вот на тех принципах, на основании или на которых мы основывались, когда объединялись, что они сохранены. Я понимаю, что у вас последние действия Народного собрания в части утверждения закона о бюджете, предваряя вас частью утверждения состава исполнительного комитета, значит, возникает чуть-чуть сразу... Так, Георгиевич, я понимаю ваш оптимизм. Если, опустим, там голосование за исполком, за бюджет Гагаузии, но насколько эта фракция может голосовать, я имею в виду, что по определенным вопросам, которые будут иметь большое отношение для Гагаузии, голосовать так же, как вы голосовали, я имею в виду, эта группа на каком-то первоначальном этапе. Потому что, для многих решений нужно большинство, да? Да. И если сегодня люди выходят из фракции, и получается, что личные амбиции, да, но одних и других послужили моментом для того, чтобы объявлять о выходе из группы. То есть, потому что, что же мешало, выяснять свои взаимоотношения, да, но ведь были те принципы, за которые, наверное, объединились, то есть вышли оттуда. То есть это уже абсолютно четко в условиях Гагаузии. Давайте говорить чуть откровеннее для зрителей. Я понимаю, что много чего нельзя озвучивать для широкой публики, но ведь мы же все понимаем, даже если перейти на гагаузский, что если эти 6 депутатов вышли, то они уже однозначно не будут по многим вопросам голосовать с оставшимися там во фракции или в группе. Не факт, уверяю вас, не факт. Мы общались, и я знаю отношения и мнения этих людей. Да, у нас разнятся по некоторым вопросам, это всегда было, но вы сами ответили на свой же вопрос, что решение о выходе в равной степени, как и те действия, которые побудили к выходу, они носили личностный эмоциональный характер, но никак, откуда мой оптимизм, но никак не затрагивали основополагающие принципы, в связи с чем или на основе чего эта фракция была объединена. Поэтому я и рассчитываю, что все-таки вот это личностное, оно останется личностным, а вот то, что касается позиций по основным вопросам, это сохранится. Насколько это будет, не знаю. Насколько это будет соответствовать действительности. Но на сегодняшний день я это вполне ответственно заявляю, потому что для меня это было тоже крайне болезненно. Столько лет идти к этому, наконец-то найти сподвижников, которые с тобой вместе пойдут по этому пути, и вдруг на определенном этапе, вследствие личностных взаимоотношений, значит, все это валится. Георгиевич, давайте поставим вопрос по-другому. Давайте. Благодаря этой группе был избран спикер Народного собрания и были сформированы руководящие органы Народного собрания. То есть на каком-то последнем этапе там оставалось уже, наверное, совсем мало времени для того, чтобы Народное собрание могло бы быть распущено из-за нефункциональности. Эта группа смогла найти волю, избрать, сформировать и приступить к работе. Притом мы все знаем, что депутаты, входящие в эту группу, но абсолютно разные, диаметрально противоположные во своих взглядах на депутатскую деятельность, на то, что на работу Народного собрания. То есть, должно было быть очень какое-то основание, которое собрало всех этих депутатов в одно целое. И сказать сегодня, что та группа, которая вышла, те, которые остались, будут голосовать по каким-то вопросам. Могли же пойти по другому путю. Если господин Чимпаеш и 6 человек, я так понимаю, считали, что он не прав, ведь могли же собрать фракцию, поставить вопрос о том, допустим, исключить одного человека из фракции, потому что он не поддержался в фракционной дисциплине, да,
и свое мнение положил как бы выше, чем это было мнение самой фракции, да, тогда бы это не повлияло на саму фракцию, потому что, ну, осталось бы 11 человек, не 12, но все равно это была бы одна из самых больших фракций в Народном собрании, плюс там есть руководство Народного собрания, которое тоже голосовало. То есть это бы не повлияло на саму функциональность фракции. Но пошли же другим путем, официально заявили о выходе, как бы, и поэтому сделали эту фракцию, по сути, нефункциональной. И, по сути, она сегодня вряд ли может гарантировать, если депутаты еще помнят о том, что они подписывали, когда этот документ, который есть на Смотрите, сайте Виталий, Народного собрания. Я понял вас, и тем не менее я настаиваю на своих выкладках, опираясь на неопровержимые факты. То, о чем вы говорите, это имело место где-то с месяц тому назад, да, вот началось, а после этого у нас были заседания, на которых принимались решения, в том числе и закон о бюджете, и лицами, которые вышли с этой фракции, объявили, и лицами, которые формально остаются в этой фракции. Но в целом, подчеркивая, вот эта группа, из разных групп состоявшихся, она выдержала этот экзамен. Насколько позволит нам в будущем выдержать вот эту общую линию, крайне тяжело говорить. Почему? Потому что очень много факторов есть. Во всяком случае, вот этот случай, ну, извините за тавтологию, он оголил некоторые вещи. Я думаю, любой ответственный и здравомыслящий человек, а нас это большинство депутатов таковых, извините вот за нескромность, так заявляю, должны сейчас более, наверное, осторожно относиться к своим действиям и словам с тем, чтобы основываться в своих позициях и то, о чем мы и говорили, вот на этих принципах в данном случае, потому что это очень важно. Ну а если не будут, тогда у нас позиции, если разнятся, то, соответственно, говорит о фракции, даже если бы не было этого инцидента, это все равно развалилось бы. Георгиевич, ну, я так понимаю, что ну, тем катализатором, который запустил этот процесс, это был вопрос по исполнительному комитету. То есть голосовать или не голосовать за него. То есть господин Чимпаевич воспринял это по-своему, он это комментировал и в прессе, господин Константинов по-своему. Оба правы, как бы, и не нам с вами их осуждать, допустим, за их действия или заявления. Но если вернуться к процедуре, к тому, как должен был голосоваться вопрос по исполнительной власти. Вы участвовали на одной из комиссий, лингвистическая так называемая комиссия, которая транслировалась в прямом эфире, да? Ну, я точно помню по видео, что вы там присутствовали. И там было объявлено, что согласно, я могу ошибиться, по-моему, пункту 49, что ли, регламента лингвистической комиссии, члены исполнительного комитета не явились, соответственно, не прошли лингвистическую комиссию. И тогда было объявлено, что это будет оформлено соответствующим постановлением. Да? Через какое-то время мы видим, заседала комиссия, не заседала. То есть сегодня как бы мы не знаем, что там произошло на самом деле. Но даже вопрос не в том, заседала ли она там перед сессией или не заседала. Да? Там, ну, в Молдове как бы часто принимается решение в ночное время суток. Да, не только в Гагаузии, но и в Кишиневе. Здесь вопрос в другом. Если постановление о том, что они не прошли эту лингвистическую комиссию, было после того заседания, было ли отменено то заседание, то постановление, и было принято ли новое? И как это вообще было возможно с точки зрения юридической, ну, сделать такую ситуацию, что сперва объявить, что они не прошли, а потом якобы они допущены, потому что они прошли? Комиссия руководствуется своим положением, там то, о чем вы говорите, все это прописано, и сам факт неявки на комиссию, значит, признается как не владение русским языком. Момент, который препятствует занятию должности члена исполнительного комитета, а следовательно и начальника управления исполкома, да. Я действительно присутствовал, я не участвовал в заседании, я не член этой комиссии, и тогда ни один из членов, ни один из лиц, претендующих на членство в исполком, не явились на комиссии. Комиссия вынесла решение признать этот факт. В последующем, уже через день или через два, я сейчас по времени могу ошибиться, Башкан предложила, чтобы
повторно заседала комиссия через председателя Народного собрания. Председатель Народного собрания сам об этом говорил, с тем, чтобы они пришли и прошли вот эту комиссию. Насколько, лингвистическую комиссию, насколько полно, объективно оценила лингвистическая комиссия степень владения претендентами гагаузского языка, мне сложно сказать. Но мы же с вами понимаем, что Значит, разговор не о том, как да, они нет, владеют так языком, вот, а я о том, понял, что всё было юридическое решение, там. о том, что они прошли Потом через появилось несколько другое дней. решение. Нет, ну появилось другое. Они действительно были. Я не сомневаюсь в этом. Почему? Потому что в тот день я находился в здании Народного собрания и знаю, что комиссия заседала. Это однозначно. Не готов сказать последовательность, кто что. С правовой точки зрения тут абсолютно нету никаких препятствий в этой части. Мы можем оспорить, насколько правильно сама комиссия оценила степень владения. А то, что они были, и сам факт, то, что комиссия вынесла решение, и это решение имеет какую-то юридическую силу, это однозначно. С этим я с вами соглашусь. Значит, юридически, я думаю, что оформлено да. правильно, но с точки зрения Нет, политической а и вот моральной... с политической точки, с моральной, тут возникают вопросы. Я не поддержал этот исполком, не голосовал. Я изначально говорил, что я не буду поддерживать тех, которые замешаны в каких-то схемах коррупционных и прочее, и ничто меня не заставит это сделать. Мы изначально стояли на этих позициях со всем составом, по сути, Народного собрания, требуя, чтобы каждое лицо, претендующее на должность члена исполкома, начальника управления, было проголосовано отдельно, хотя и Конституционный суд, и судебные решения, да, и смысл закона вытекает, в конечном итоге мы должны были составом голосовать. И если то или иное лицо не подходит под какие-то критерии, то эти критерии должны быть четко обозначены законом. Вот как язык там и прочее. Не потому, что политически он мне не нравится, его взгляды не те, или там какие-то иные, мне только известные критерии не подходят, поэтому я против. Нет, четко, если в законе написано. Так и предполагалось. Но в конечном итоге проголосовали вот так, как вы знаете, составом. Естественно, я не мог поддержать, потому что, по моему мнению, в состав вошли лица, которые не могли войти в этот состав по многим причинам. И подчеркиваю, даже не в языковых причинах. И более того, для меня это было особо, наверное, болезненно мною воспринято, когда в составе исполкома предложили лиц, которые априори по уложению не могут войти. Я веду речь о о директоре агентства по привлечению инвестиций и руководителе научно-исследовательского центра имени Маруневича. В структуру, да, эти учреждения входят, а в состав исполнительного комитета руководители не могут. Уложение четко определяет перечень лиц, которые могут войти. Я ожидал, что Башкан внесет изменения прямо на заседании, поскольку я обратил на это внимание, публично не юлил. Для меня это было непонятно. Какой-то вызов, какое-то желание вот так ткнуть носом. Я понимал своих коллег, не соглашался с ними, но тем не менее понимал, в связи с чем они проголосовали. Потому что был риск, что Башкан распустит. Но извините, а если бы Башкан предложил бы обезьянок бы, потому под угрозой, что распустит, мой исполком, кого хочу, того и предлагаю. Неужели депутаты должны были проголосовать? Я каждый раз привожу в качестве этого примера. Понимаю, что несколько неудобный такой, но тем не менее. Я понимаю, что это будет оценочное суждение, но не сыграл ли в этом вопросе опять главенствующую роль политический шантаж депутатов? Однозначно, Башкан всегда это использует как рычаг влияния и воздействия на сознание депутатского корпуса. И депутаты действительно проголосовали. Я подчеркиваю, я не поддержал, был категорически против. Но я понимаю, какова мотивация была коллег, которые согласились, поскольку был риск, что для Башкана закон не писан. Что вот так распустите все. Они были уверены в этом.
зная тем более предыдущие шаги и действия Башкана, что это произойдет. И тогда к чему мы придем, как коллеги объясняли, к тому, что при отсутствии народного собрания вообще гуляй-поле будет для исполнительной власти по управлению всеми нашими ресурсами, и публичными, и сдаче полномочий, и все, ради чего мы объединялись, ради чего мы шли в этот состав народного собрания, с чем хотели бороться, как говорится, останется вне поля нашего воздействия. Ну, не факт, что это не произойдет и при наличии Да, такого может состава быть, народного может собрания. быть. Георгиевич, еще один важный момент, потому что, ну, как бы время, к сожалению, как бы, ну, для того, чтобы нас смотрели и не было скучно, как бы, мы не можем с вами говорить бесконечно. Но еще один важный вопрос, я планировал поговорить и о взаимоотношениях с комиссией, но, скорее всего, оставим этот разговор на какое-то следующее интервью. Но важный вопрос — это избрание и назначение прокурора Гагаузии, да, потому что Народное собрание принимало закон о организации конкурса. Недавно заседала вновь конкурсная комиссия. Но вся проблема состояла в том, что центральные власти, ну, строили препятствия в этом вопросе через Высший совет магистратуры, прокуроров. Да. Плюс как бы вносили какие-то срочные поправки, когда хотели, ну, скажем так, отстранить от должности господина Стайногла. И выводили прокурора Гагаузии из Высшего Совета прокуроров. Да? То есть были многие вопросы, которые Кишинев строил препятствия в этом вопросе для автономии, несмотря на то, что закон об особом статусе и даже та, скажем так, традиция, которая сложилась вокруг этой должности, они были иными, чем стали в последнее время. Как обстоят дела сегодня? Удалось ли договориться с Кишиневым по поводу процедуру назначения прокурора автономии, потому что иногда там доходило до абсурда, как бы, потому что названия разные, то есть то не нравилось Гагаузии, то Кишинев настаивал, что это не может быть прокурор там Гагаузии. В общем, в этой истории тоже было много проблем. Как обстоят дела сегодня? Если заседала комиссия, да, то есть заседала нашли комиссия, решение? нашли решение, есть явно заметное движение вперед, которое, полагаю, что в ближайшее время, а точнее в понедельник, приведет нас к какому-то логически осмысленному завершенности. Вот так. Надо признать, что центр действительно не хочет воспринимать полномочия Гагаузии и работать по тем правилам, которые были согласованы и приняты опять же центром. Потому что то, что делала Гагаузия, это все соответствовало требованиям закона. Я, как председатель этой конкурсной комиссии, достаточно плотно занимался этой проблематикой, обращался неоднократно, если, наверное, не десятки раз и президенту, и министру юстиции, и Высший совет прокуроров, с тем, чтобы они привели свою нормативную базу в соответствии с требованием закона. Более того, мы согласились и, соответственно, внесли изменения и в наш закон о конкурсе прокурора с тем, чтобы не было разногласий. Те изменения, которые во время процедуры избрания конкурса, значит, прокурора внесли в Высший совет прокуроров положение, соответствующее, касающееся этой проблематики, оно, по сути дела, связало нас по рукам и по ногам. И любое решение, которое было бы принято конкурсной комиссией, соответственно, дальнейшим народным собранием, могло быть отвергнуто Высшим советом по той простой причине, что, извините, вы не соблюли вот такие-то вещи. Так, чтобы не вдаваться во все эти подробности. Они после 10-го раза, как говорится, обращения, скажем, наконец-то были устранены и положение приведено в соответствии с законом. Мы тоже привели, скажем, в соответствии с положением, хотя у нас и противоречий не было. И на понедельник назначен второй этап собеседования с лицом конкурсантом, который прошел первый этап. И уже по результатам... Один кандидат, у нас был один кандидат, не обратились по этому поводу, хотя мы анонсировали, что проводится конкурс не только через сайт Народного собрания, не только через Вести Гагаузии. Нет, новые, это ныне исполняет обязанности прокурора Гагаузии.
Николай Левандовский. Здесь речь идет о другом. В данном случае речь идет Кольчик Виктор. Он прошел первый, ранее был, и уже комиссия проведет второй этап, по результатам которого определимся. Есть гарантия того, что Высший совет прокуроров, ну, в свете тех переписок, которые взрывает молдавское общество уже на протяжении нескольких недель, и, ну, скажем так, влияние господина Литвиненко на Высший совет магистратуры, и в том числе, наверное, и на Высший совет прокуроров, что кандидатура, которая отберет Народное собрание, будет в итоге устроит Кишинев, и он будет утвержден. Знаете, я в большей степени прогарантирую вам, что в 2078 году, 13 января, не будет дождя. Это могу с более высокой степенью ответственно заявить, чем то, что, к сожалению, потому что политическая составляющая такова, что не до конца те политики, находящиеся у власти, осознают и понимают саму суть автономии и его полномочия. И, очевидно, не все даже просмотрели этот закон об особо-правовом статусе Гагаузии. Мы сейчас опять столкнулись с этой проблематикой, связанной с внесением поправок в Кодекс о выборах, о месте, роли, значении Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Вот один из моментов таких, с одной стороны, по закону он есть, и более того, достаточно успешно функционирует в Гагаузии, уже столько лет проводя десятки выборов, референдумов на разных уровнях, а в республиканском законе он отсутствует. Ну, как будто не читает этот закон, и если он что-то присутствует в республиканском законе, то под другим наименованием должно быть. Тут надо догадываться, о чем речь идет. Ну, типа этого. Это надо признать, к сожалению. Поэтому гарантии как такового нету. Но гарантии, могу дать гарантию в одной части. Только то, что мы проведем этот конкурс в строгом соответствии с теми требованиями, которые определены местным законом, республиканским законом. Для нас это очень важно, чтобы вот это должностное лицо соответствовало самым высоким требованиям. Потому что нету ни одного человека, наверное, в нашей автономии, которое не было бы заинтересовано в наведении порядка, в торжестве законности, а значит и справедливости, абсолютно для всех, не исходя из каких-то иных критериев. Ну и вторая гарантия, это уже зависит от наших коллег. Если мы проявим политическую стойкость при условии соблюдения требований закона, то Центр, естественно, будет соблюдать эти положения закона. Если же мы будем идти на соглашательство, то и эти полномочия у нас заберут. То есть, Григорьевич, если коротко, в понедельник будет еще одно заседание комиссии, после этого вы должны будете результаты После этого представить. мы должны представить результаты Народного собрания, и Народное собрание уже примет Должно окончательное решение. И направить свое решение Высший совет прокуроров, который может проверить нас и отвергнуть выдвинутую кандидатуру только в том случае, если мы нарушили процедуру проведения конкурса на эту должность. Все. Почему для нас это очень важно? Да, мы приостановили. Более того, мы со сроками опоздали. Это все правильно, но это было не по нашей вине, исключительно по вине Высшего совета прокуроров. Я об этом неоднократно говорил публично и писал, и президенту писали, и в парламент мы писали, обращали внимание вот на то беззаконие. Причем беззаконие было не только и не столько в части невосприятия нашего местного закона о конкурсе прокурора, сколько закона о прокуратуре Республики Молдова, где указаны четкие основания, кто проводит, и положение, как проводится все это. Ну вот решили привнести, как говорится, свои изменения. Я полагаю все-таки, что этот вопрос останется уже за пределом. У нас другая проблема. У нас впервые за 28 лет, я об этом тоже публично заявлял неоднократно, и при встрече с министром юстиции господином Литвиненко говорил, что начальник управления юстиции, который был представлен на эту должность, утвержден Народным собранием, как член исполкома, будучи в отставке, до сих пор занимает эту должность, поскольку статус государственного служащего не позволяет министру освободить от занимаемой должности данное лицо и
назначить то лицо, которое выдвинуто Народным собранием. Абсурд, конечно, я приводил. Это как? Да, вот так. Это анекдотичный случай. То есть господин Деревенко, даже если не был представлен, все равно продолжает быть начальником управления юстиции? Да, пока он не напишет заявление об уходе. Так мне было сказано. Поэтому подобного рода так называемые ловушки больше не будут. И вот с ЦИКом, то, что мы сейчас проработали, Георгий, чтобы вы понимали... я знаю, что начальник управления юстиции, он не по представлению исполкома, а по представлению Народное Народного собрание представляет, После этого утверждает, да, его на эту должен должность. подписать распоряжение Министр министра. назначает. Министр назначил, и всю жизнь, сколько существовала Гагаузия, после того, как Народное собрание представляло другую кандидатуру, после того, как исполнительный комитет уходил в отставку, ну, с приходом нового Башкана, либо это, кстати, креатура Народного собрания, не из Башкана. Да. Всегда смена происходила безболезненно с вынесением соответствующего приказа со стороны министра. На сей раз этот приказ не был издан. Да. Сейчас, как мне сказали, вроде бы господин Деревенко написал заявление об уходе, он в отпуске находится, но, естественно, по закону могут уволить только после отпуска, так как это прямое требование, императивное закона о государственной должности. А если он 3-4 месяца? Я такие вопросы задаю своим коллегам в парламенте. Буквально на днях встречались с руководителем парламентской комиссии по юридическим вопросам. Как быть-то? Вы привносите какие-то изменения в республиканские законы без учета того, что указано в законе о Гагаузии. И ваши изменения не просто нивелируют полномочия автономии, они парализуют, по сути дела, деятельность вот целого управления, либо исполнительные власти могут парализовать, только потому, что не до конца, как говорится, продумываете. Здесь, наверное, и нам надо проявлять определенную бдительность. Почему я и сказал и по прокурору. Если мы проявим, все коллеги, солидарность, если мы проявим политическую волю, то вопрос будет решен в рамках закона, то, чего мы и хотим. А если же пойдем на соглашения какие-то там, договорняки, то, естественно, пробьет и не будет, да, да, и ВОЗ будет и ныне там. Я благодарю вас за ваши ответы, потому что, ну, во всяком случае, возможно, что, может быть, нам удалось раскрыть некоторые скобки на те события, которые происходят в Народном собрании, потому что, ну, наверное, для многих жителей остается много вопросов после заседания, как по тем решениям, которые принимаются с точки зрения закона, в том числе, наверное, и с точки зрения политических событий или взаимоотношений, потому что все-таки Народное собрание остается единственным политическим органом автономии. Это вы смотрели интервью с вице-председателем Народного собрания Гагаузии Георгием Леевичем на информационном портале LAVMD. Будьте в курсе событий с информационным порталом LAVMD.